Нет, бак не может быть пустой, потому что я в 3 часа дня вчера заправилась, 50 литров. Так что и доехала до дома, все. Больше машина не двигалась. Вечером с работы выехать хотела, только выехала, она заглохла. Вот и все. Говорят, что датчик бензонасоса надо либо поменять, либо там проверить. Дальше сливали, но вчера решила сэкономить, побольше налить. Будете 92-й, смените 95-й. Знаете, ребята и девчонки, я не написала сообщение об этом в контексте, что там очень плохой бензин, не езжайте, не заправляйте. Я просто говорю к тому, что, возможно, из-за бензина у меня датчик приехал, не знаю, может, фильтр забился. Ну, машина вся на ходу всегда была исправна. Я заправляла и на Роснефти, и на Каштаке. Не знаю, не было таких проблем. Но вчера заправила очень много. По сравнению с тем, сколько давали раньше, вчера достаточно залила бензина. Я к тому, что будьте внимательнее, может, все-таки стоит только 95-й заливать. И то это тоже не гарантия того, что там будет. Они же все равно не успевают реально очистить, отфильтровать бензин. Они его пока привезут, мы в очередях больших, потом они же пока эту всю работу сделают по полдня, по целый день, мы же тоже не можем ждать, и они, наверное, выдают так, как есть, не очищенный. Не знаю, я ни на кого не хочу грешить. Просто написала, к слову, о том, что help, может, кто-то знает, чем помочь мне. Не хочу ни на кого грешить. Всего этого кризиса люди многие говорили о том, что не заправляйтесь на подорожниках, там бензин плохой, у меня мотор встал, у меня это. Все по-разному что-то говорили именно за подорожник. Тоже переживала за это. Но что делать? Все заправляемся, где придется и насколько придется. Ну, как-то вот так вот. Будьте бдительнее просто. В плане того, что, наверное, все-таки надо будет фильтр почаще проверять. Буду вызывать. Да, у меня то же самое. Я вот показывает запас хода, допустим, 120 километров, а показывают половину бака. То есть бензонасос не знает, как правильно читать этот бензин.